Доброго времени суток, летчики! С вами Алканавтер. И сегодня речь пойдет о самолете Hellcat. И не просто Hellcat, а Hellcat в рубрике «Просто задонать». Это самолет третьей эры в ветке исследования Великобритании. Он покупается за деньги, порядка 1250, по-моему, или 1300 золотых орлов. Не суть важно, но суть в том, что самолет просто разрывает. И вы увидите, действительно, столько денег и опыта вы не видели очень и очень давно. Я практически в этом уверен. Но начинаем мы. Собрались на высоту, все по стандарту, бумзумим. И многие уже хотят написать в комментарии, что ага, Азазал, Алканавтер, почему лента у нас не скрытая? Почему мы видим трассера? Ну, на этот вопрос ответ будет, и будет он через несколько минут. А пока продолжаем смотреть и видим, как даже эта лента весьма-весьма неплохо раскрывает, ну, не раскрывает, конечно же, а разрывает Ла-5ФН, хотя в какой-то мере и раскрывает. Мы его пробумзумили, все по классике, но дальше у нас Ил-2. И не смейтесь, Ил-2 это один из самых сильных противников, которые вы можете встретить. Это один из лучших истребителей Советского Союза. Да, я знаю, что это штурмовик, но в нашей игре это просто адовый истребитель. Спасибо тут моим союзникам, которые мне помогают. Вот без них этот бой, возможно, бы ничем и не закончился, но они мне помогли, и я смогу через вертикаль с ним повиражиться. Вообще, виражить через вертикаль это хоть что-то, потому что виражить на горизонте с Илом вообще нереально. Мои союзники его как-то продамажили, он летит, ему пофигу на все. Вот, и я ему еще добавляю. Он выравнивается, но выравнивается он ровно под мою очередь и отправляется просто отдыхать. Далее, после каждого убийства вам стоит забираться на высоту. Самолет имеет просто отличнейшие характеристики по набору высоты, по сохранению энергии, по отсутствию перегрева двигателя, по крайней мере это актуально как для патча 1.37. У самолета есть множество плюсов. И продолжая список всех этих плюсов, я хотел бы сказать, что у него вооружение состоит из 6 пулеметов Браунинга с боекомплектом в 2400 патронов, по 400 на ствол, ну в среднем. Вот. И это говорит нам о том, что боекомплект в среднем в 2 раза больше, чем у нас на Яках на один пулемет крупного калибра или, например, на той же Аэрокобре, Покрышкина, например. И это, конечно же, не может нас не радовать, потому что боекомплект действительно бесконечен. 6 пулеметов дают залп в районе 3 кг, что довольно неплохо как для 3-го ранга, а если это американский Hellcat, то вообще идеально как для ранга 2-го. Как видите, бумзумит он весьма неплохо, однако же есть у него и недостатки. Один из первых недостатков это, вот видите, очень тяжело наводиться на цель. Просто где-то, ну нереально. После скорости 300 км в час наведение должно быть, цель, во-первых, должна быть неподвижной, и наводиться вы будете как-то, полуинтуитивно, это точно. Потому что болтает как, я не знаю, как мне цензурно провести сравнение, но как вот то самое в проруби. Действительно, просто нереально. И я лечу за П2. Вообще по пути сейчас мне встретятся боты, которых я, кстати, благополучно проигнорирую, и советую вам, пока вы не уничтожили основных противников, ботов не убивать. Почему? Мы это увидим несколько позже. Тут я уже догонял, кстати, П2, вот, убив перед этим Ла-5Ф, да, по-моему, 2 Ила вторых, и вот еще П2, прямо над аэродромом. Вулчить, конечно же, это не лучшая затея, но смотрите. Скорость вот 580, видите, мне очень тяжело целиться. Очень, самолет просто болтает. Я попадаю рандомно. И особо не завязываясь, я ухожу немножко в сторону, размениваю свою энергию на высоту и спокойно уже маневрирую. Самолет обладает очень хорошей маневренностью, однако же на скорости 500 км в час рули у нас внезапно клинит. Вот, начинает клинить. И очень-очень тяжело маневрировать. Но все-таки я спокойно, не совсем спокойно, но выживаю. Разворачиваюсь с разменом энергии на высоту. Не уверен, что в данный момент стоило это делать. Наверное, просто лучше было бы я сделал обычный вираж. Почему? Потому что я снизил скорость, а снижать скорость над ПВО не стоит. Тут я уничтожаю ПВОшку по пути. Видите, на скорости 300 км в час целиться небольшая проблема. Но тем не менее она существует.
делаю перекладочку, убираю закрылки и спокойно, в принципе, ухожу из зенита. Уничтожив 4 самолета, я продолжаю двигаться дальше. Видите, у нас немножечко начинает нагреваться двигатель. Вообще, проблема перегрева у этого самолета пока не отсутствует. Ну, не знаю уж, насколько это было в реальной жизни, но, по крайней мере, на данный момент в игре это абсолютно нас не парит. Какой у него перегрев, что у него перегрев. Если говорить про реальных противников, то Zero он обгонял на всем диапазоне высот на 60-100 км в час и уступал Zeroшке в маневренности точнее, уступал в маневренности практически на всех высотах, уступал в скороподъемности до, скажем так, 3 километров, с 3 где-то до 6 они были примерно равны, а позже Hellcat начинал его несколько превосходить. Пикирование и набор, набор на больших высотах и пикирование на всех высотах было за Hellcat. Конечно же, на нем было еще не менее 100 килограммов броневой защиты, двигатель воздушного охлаждения мощностью 2000 лошадиных сил, который не то что не убиваем, он еще и очень крепкий. Сама конструкция тоже очень прочная, и порой эти самолеты садились на палубы авианосцев просто, не знаю, в нереальном виде, и тем не менее летчики выживали, и на, скажем так, долю Hellcat'ов на Тихоокеанском театре боевых действий приходилось до 3/4 всех уничтоженных, до 75% всех уничтоженных японских самолетов. Насколько это правда или нет, я не знаю, но есть такие цифры, что было потеряно порядка там 270-280 Hellcat'ов на более 5000 потерянных японских самолетов. Вот. И до конца войны, где-то до 1944 года у него не было особо противников, пока не появились Ки-84 и их аналоги. Но это уж совсем другая история. А теперь вы поймете, почему лента все-таки у меня не, скажем так, скрытая. Итак, ускорение идет где-то порядка 2 раз. Вот, так что выстрелы будут довольно комичными. Вот я продолжаю. Это все один боекомплект, да. Я продолжаю крабить артиллерию. Вот, вы видите это по топливу, что это все лишь один боекомплект. Я никуда не садился. Буквально два коротких клика уничтожают любую ПВО, которая нам встречается. Но я решил искать легкие доты. А сейчас вы поймете именно почему легкие доты, а не что-либо другое. Вот, видите, я атакую, снижаюсь, убираю тягу и расстреливаю амбразуру. Наверное, пока еще это не очень хорошо видно, но скоро я покажу это в замедленном действии. Да, ребята, с ленты по наземным целям уничтожаются легкие доты. Насколько это исторично, насколько это правильно, то, что в скрытой ленте у нас два, скажем так, довольно сомнительных боеприпасов под названием зажигательная пуля, я не знаю. Лучше бы, конечно, туда ввели БЗ, бронебойно-зажигательную пулю. Вот, и это было бы просто прекрасно. Но, к сожалению, пока на данный момент скрытая лента у нас по наземным целям, например, по дотам, уступает в стрельбе вот этой вот ленте. И смотрите, я стреляю в амбразуру, только в амбразуру, сзади, сбоку, не прокатит. Вся стрельба должна быть в амбразуры, и тогда вы сможете реально минусить любые доты. И это, ребятки, довольно неплохое подспорье. Вы посмотрите, это всего лишь один боекомплект. У противника остался один бот. Я знаю, что у нас тоже есть один бот. Вот, и поэтому я не переживаю. И продолжаю уничтожать наземку. Просто в нереальных количествах топливо, конечно же, подходит к концу. Понятно, что не все коту масленица. Вот, и я вот в последний момент тоже выруливаю. Аккуратно. На самом деле стрелять по дотам не так легко, потому что вы находитесь постоянно около земли, и вам приходится, не с самых удобных углов атаки проводить свои, скажем так, налеты на огневые позиции противника. Но тем не менее, вы просто посмотрите, как он разрывает все, что находится на земле. И это еще, скажем так, самолет я просто взял в варианте истребителя. Я же мог взять и иной вариант, подвесить на него. А вообще, что он исторически мог на себя подвесить? Исторически этот самолет мог подвесить до 1,5 тонн бомб и ракет. Вы вдумайтесь, до 3 бомб весом в 1000 фунтов по 454 килограмма и до 6 ракет Хвара. Это просто запредельно, ребята. Просто посмотрите, вдумайтесь в эти цифры. Это уровень загрузки какого-нибудь среднего советского
Ну вот нормальная нагрузка советского, там, не знаю, П-2, ну такая средняя боевая. И вообще вдумайтесь, что это превосходит нагрузку Ила-2, ну где-то, в 3 раза. Давайте серьезно будем говорить, 500 килограмм нормальная взлетная нагрузка, скажем так, Ила-2. А у нас тут до 1,5 тонн. И при этом самолет обладает и истребительными характеристиками, и довольно неплохими возможностями по стрельбе по наземным целям. Конечно, у нас не вяжки. Тут надо отдать должное. Вяжки, конечно, это мощнейшее оружие. Вот, но тем не менее, боекомплект, живучесть, скорость, пикирование, скороподъемность, бомбовая нагрузка, ракетно-бомбовая нагрузка. Все на нашей стороне. Так мы еще и взлетаем и садимся на палубу авианосцев. Но вообще вдумайтесь в эти цифры. Вот, и в эти, скажем так, характеристики. Тут я делаю посадку и самое интересное. А что же у нас самое интересное? А самое интересное то, что сейчас мы и посмотрим, как этот самолет может менять нагрузку. Вот спокойно мы останавливаемся. Вот можем развернуть этот самолет, можем не развернуть. А вот тут убрал тормоз, решил куда-то поехать. Вот красиво. Вообще, конечно, графика прикольная. Вот солнце, блики, вся фигня. Вот, перезаряжаюсь. Обязательно дождитесь перезарядки и ремонта. Только после этого можете нажать покинуть самолет, но только при условии, что хоть кто-то из ваших союзников находится в воздухе. Вот, можем взять 2 бомбы по 1000 фунтов и 6 127 миллиметровых ракет. Ну, я тут, собственно, взлетаю, ничего интересного, но сейчас будет один реальный фейл. Ну, вот тут можно, не знаю, поставить какую-нибудь веселую музыку, но в любом случае, даже без музыки, это фейл. Я тут общаюсь с подписчиком, он тут что-то меня спрашивает, а мне делать нечего, все равно корабли на земку, я ему отвечаю. Вот, и пока тут нажимал, оп, и думал, какой же я просто придурок. Ну, просто днище взял. Ну, тут что делать? Ну, смотрю на эти бомбы, у меня слезы накатываются и наворачиваются. Я думаю, блин, ну какой же я просто пипец. Ну ладно, думаю, черт с ними, буду работать ракетами. Ракеты, к слову, весьма неплохо уничтожают легкие доты. Можно, конечно, было их не расходовать, но по обычным дотам я решил ими не стрелять. Наверное, не попаду, потом не уничтожу. Вообще никуда их не израсходую. Постреляю-ка я так. За мной тут, кстати, увязался бот. Боты уфолетят, ну, я думаю, это всем известно. Вот, их уфолетность достигает всех и превосходит даже все разумные и неразумные пределы. Вот, я тут промазал по доту, и потом это мне, скажем так, аукнется. Но вы любите историю, надеюсь, любите историю, и я вам немножко расскажу про Hellcat именно в английских военно-воздушных силах. Значит, первые начали поступать они в 43-м году в флот Великобритании, вот вместе с корсарами. Вот, и применялись впервые они в декабре 1943 года. В апреле 1944 года была атака на Бисмарк, вот, довольно успешная. Вот, и там они произвели, они и бомбардировщики, торпедоносцы, которых они сопровождали, произвели несколько попаданий по Тирпицу. Тирпиц — это линкор класса Бисмарк, вот, типа Бисмарк. И он находился в норвежских фьордах и угрожал конвоям и вообще судоходству. Ну, я думаю, кто знает историю, тот знает, а кто не знает, я думаю, что можете погуглить насчет Тирпица. Особенно интересно, как его уничтожат. Ну, вернемся к нашим кошакам. Значит, Hellcat далее применялись в августе 1944 года с еще более успешными атаками по линкору Тирпиц. И, конечно же, эти самолеты применялись на Средиземном море, где они с авианосцев атаковали и поддерживали высадки различные на побережье Италии в 1944 году и действовали весьма-весьма успешно. Ну, по сравнению с японцами, немцы, конечно же, были более серьезными противниками, и Фокке-Вульфы не уступали по скорости, а порой и превосходили в определенном диапазоне Hellcat'ов. Однако же у Hellcat'ов имелось серьезное преимущество, которое реализовано и в нашей игре. Самолет действительно довольно маневренный, и мы можем этим пользоваться. Да, зерошек мы не переманеврируем. Где-то после 3 витков у них преимущество уже в целый виток перед нами, но с какими-нибудь мессерами, с фоками, с многими советскими самолетами, ну не с Ила-2, конечно же, мы маневрировать можем, и это стоит делать, нужно делать, это практикуется, как говорится, и поощряется.
Вот, я продолжаю уничтожать наземку. Тут уже смотрю, что наземки осталось совсем чуть-чуть, и все равно будет победа. Понимаю, что за доты дадут меньше, еще мало ли кто-то меня шальной собьет, очередь. Тут, конечно, напряжение было большое, бой не хотелось проигрывать. Вот, а ил этот меня реально напрягал. Поэтому я принял решение климбить. Отойти на него километра на 2, после этого забраться за счет лучшей скороподъемности еще повыше и уже уничтожить с превышением. Вообще, конечно, бой был тяжелый. Изначально были моменты, когда я мог проиграть. Вот эти вот вулчи против зениток. Поверьте, ребята, легко не было. Вот, вообще, в последнее время писали, что хотелось какого-то счета, точнее, боя с большим разгромным счетом. Вот он вам, этот разгромный счет. Более 3000 очков на премиумном самолете. Ну, ботов, да, тут были сбиты боты, но 4 противника были реальными, и зенитки, и все, в общем-то, было. Конечно, если вы хотите летать в чисто истребительном варианте, вам, наверное, больше подойдет скрытая лента, но если хотите поатаковать доты, то скрытая, конечно, тоже может их забирать, но несколько сложнее, поэтому лучше берите ленту по наземной. Вот, брать изначально ракетно-бомбовое вооружение вам не советую, и старайтесь набрать на нем обязательно высоту. Пикирует он на 700 и даже 800 км в час, и вот и спокойно разрывает своих противников. Но не бойтесь этого самолета, он того стоит, донатить я рекомендую на него, если вы все-таки хотите купить. За Англию очень хороший выбор, и все-таки даже, я считаю, лучше, чем Мустанг. Мустанг все-таки уже не так хорош, хотя и может иногда разрулить. Hellcat для новичков подойдет гораздо лучше. Вот так вот, ребята, долгий бой, он реально был где-то 30, ну практически 40 минут. Вот, многое было вырезано. Смотрим на счет. Обязательно, ребята, вы хотели видеть, посмотрите просто на сколько, 240 там тысяч. Сколько, это просто нереальные цифры. Как, кто хочет стать миллионером, короче. Ставим обязательно лайк, поддержим меня, поддержим канал. Это очень-очень важно, ваша помощь. Подписываемся, кто не подписан, и вступаем в ВК, где будет проводиться голосование по поводу новых рубрик. Все, с вами был Алканавтер, выпускаем закрылки и до встречи на виражах. Пока-пока.